Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мы отмечаем эту годовщину со дня окончания Сталинградской битвы. Если говорить о ее истории, Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года и продолжалась, соответственно, до 2 февраля следующего года. В течение июля и августа месяца Красная Армия занималась тем, что обороняла на дальних подступах рубежи от немецких войск, но, к сожалению, уже к концу августа 1942 года немецкие войска смогли пробиться к Волге, и уже со следующего месяца, то есть сентября, у нас начинаются уличные бои. В течение 2 месяцев Красная Армия ведет жесточайшие уличные бои с немцами, и возникает мысль о том, что необходимо как можно быстрее перехватить стратегическую инициативу. И уже в ноябре 1942 года в жизнь претворяется план контрнаступления, а именно операция «Уран». Уже к концу ноября 1942 года Красная Армия смогла окружить 300-тысячную армию Фридриха Паулюса, и уже к февралю 1943 года в немецкой армии осталось около 92 тысяч человек, которые уже 2 февраля 1943 года капитулировали вместе с их командующим Фридрихом Паулюсом. В ходе оборонительных боев и контрнаступления во время Сталинградской битвы участвовало около 10 тысяч якутян. Они, как правило, были в составе 252-й, 193-й, 24-й и 315-й стрелковых дивизий. Если же пройтись по отдельным личностям, то стоит, конечно же, вспомнить такого известного человека, как Гаврил Протодьяконов, который являлся командиром артиллерийского орудия и участвовал в обороне Сталинграда. Во время боев за Мамаев-Курган Гаврил Дмитриевич Протодьяконов уничтожил 9 пулеметных точек, 4 блиндажа и 2 противотанковые пушки противника. Чуть позже в другом бою Гаврил Дмитриевич вступил в единоборство с вражескими танками. Командующий 62-й армией, будущий маршал Советского Союза Василий Чуйков, впоследствии о своих воспоминаниях писал об этом. «Я не могу забыть артиллерийского снайпера-бронебойщика Протодьяконова, с которым я лично беседовал в своем блиндаже, куда он явился по моему вызову. По национальности он якут, рослый и сильный физически. Он остался со своей 45 миллиметровой пушкой между траншеями нашими и противника в лощинке на северном скате Мамаева кургана. Он так хорошо замаскировался, что танкисты противника узнавали об этой пушке тогда, когда уже горели или были подбиты. Один раз его все же заметили и засекли по его выстрелу, и, конечно, открыли по нему массированный артиллерийский огонь. Оптический прицел пушки был разбит осколком снаряда, но пушка уцелела, а расчет пушки в единственном числе также остался невредим. И тогда Протодьяконов не бросил пушку, он начал прицеливаться в танки противника, наблюдая за ними через ствол орудия, и как только в отверстии ствола появился танк, он быстро заряжал орудие и бил прямой наводкой. О защитниках Сталинграда из якутян пишет в своей книге ученый-историк Дмитрий Дмитриевич Петров. Некоторые якутяне, служившие на должностях политработников, связистов, медиков, также приняли участие в обороне Сталинграда. Так, сержант Баланов, колхозник из Мекино-Кангаласского района, командуя отделением связи, показывал пример личной отваги. 25 октября под минометным огнем противника он восстановил поврежденную линию между центральной телефонной станцией и переправой 62-й армии, устранив на протяжении 2 километров около 2 десятков обрывов проводов. Врач-хирург Сосин и фельдшер Сизых и другие медики, постоянно рискуя жизнью, оказывали раненым необходимую медицинскую помощь. Майор Массагудов, будучи заместителем командира батальона по политчасти в 211-м гвардейском стрелковом полку 173-й дивизии, и другие политработники проводили среди бойцов своих подразделений большую политико-воспитательную работу. Они всегда находили время, чтобы поговорить с воинами о боевой задаче, рассказать им о положении на фронтах, личным примером вдохновляя их на самоотверженную борьбу с гитлеровцами. Всюду воины-якутяне исполняли свой долг перед Родиной, в том числе и в ходе Сталинградской битвы. И жили они все только одной мыслью – уничтожить немецко-фашистских захватчиков. Победа в Сталинградской битве имела огромное геополитическое значение. Именно после этой победы в руки Красной Армии перешла стратегическая инициатива и уже позволила говорить о том, что победа будет именно за Советским Союзом и за антигитлеровской коалицией в целом.